Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Таврида Арт теперь с участием Абхазии. Президент Бадра Гунба в качестве почетного гостя принял участие в масштабном фестивале в Крыму. Опера у подножия древнего храма. Третья завершающая часть 23-го музыкального фестиваля Хибла Герзмава приглашает. «Чудо» в переводе с абхазского. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» отчитался о спасении детских жизней в 2024 году. Президент Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашик в качестве почетного гостя принял участие в фестивале «Таврида Арт», самом масштабном культурно-просветительском событии России, посвященном молодому искусству. В Крыму президент Абхазии встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. Они вместе приняли участие в арт-шествии, а также посмотрели музыкальную мультимедийную постановку «Плечом к плечу. Искусство и победа», приуроченную к 80-летию Великой Победы. На территории арт-кластера Таврида был открыт Дом Абхазии. Глава государства встретился с участниками фестиваля из Абхазии Аланом Бесланыпа, Аланой Нарси и Татьяной Ленадат. В первую очередь хотел бы отметить, что в рамках текущего фестиваля самое главное – это память. Память о Великой Отечественной войне, о героях СВО. Это то, что сегодня в рамках данного фестиваля является важным. А что касается моих впечатлений, безусловно, впечатления очень положительные. Таврида – уникальная площадка. Площадка не только ради проведения фестиваля, это культурно-просветительская площадка, где молодежь как из регионов России, так и за ее пределами может встречаться, обмениваться опытом. На площадку Тавриды очень часто начали приезжать представители Абхазии. Это дополнительная возможность для абхазских участников поделиться своим мнением, обменяться опытом, представить свою самобытную культуру, поделиться своими идеями и также обогатиться идеями своих сверстников из России, разных регионов России. Как раз сегодня на площадке Тавриды открылся Дом Абхазии. Как вы считаете, является ли это неким символом укрепления дружбы наших стран? Конечно же, именно такие события являются фактором укрепления дружбы между нашими народами. Мы все прекрасно понимаем, когда молодые люди приезжают на Тавриду, и здесь находится частичка родной страны, страны, которую ты любишь, страну, которую ты восхваляешь, и у тебя есть возможность поделиться своей культурой, рассказать своим сверстникам о своей любимой стране, представить свою культуру и гордиться, конечно же, своей страной, что она представлена на столь важном международном, можно сказать, кластере Таврида Арт. А как вы считаете, является ли культура важным направлением туризма? Потому что, например, в Абхазию туристы едут в основном, в первую очередь, во многом за культурой страны души. Обязательно, я с вами полностью согласен. Конечно же, мы, как туристическая страна, в первую очередь, конечно же, мы развиваем инфраструктуру. Вам известно, что мы развиваем логистические возможности нашей страны. Знаете, что в этом году был открыт аэропорт. Спустя 32 года возобновили регулярные авиасообщения с городами Российской Федерации. География городов с каждым разом расширяется. Был запущен поезд Диаскурия, который пользуется большим спросом у граждан Российской Федерации, у наших граждан Республики Абхазия. Буквально через несколько дней мы запустим катер, который связывает Сочи и Сухум. Это важные направления, но помимо этого, конечно же, мы хотим представить свою культуру, самобытность, показать и продемонстрировать нашим гостям все великолепие, радушие как и природных условий Абхазии, так и великолепие исторического прошлого нашего народа, который мы сохраняем до сегодняшнего дня. И именно тесное взаимодействие в рамках
культурного сотрудничества позволяет лучше понять народы друг друга. В этом смысле мы, как республика, туристическая республика, обязательно хотим донести свою самобытность, историю нашим гостям. В этом плане я, пользуясь случаем, конечно же, хотел бы поблагодарить наших российских коллег. И хотел бы, конечно же, отметить и Сергея Владимировича Кириенко. Буквально вы знаете, что в прошлом году у нас горела Национальная картинная галерея. Большое количество работ, как абхазских художников, так и художников со всего мира, сгорели в Национальной картинной галерее. Но при его поддержке у нас появилась возможность восстановить Национальную картинную галерею. Буквально 2 недели тому назад мы реализовали этот проект. Буквально на подходе, думаю, что еще через месяц также будет открыт выставочный зал в городе Сухум, также при поддержке Российской Федерации. И в этом смысле сохранение культуры Абхазии для нас это ключевое направление, потому что без культуры, без сохранения истории ни один народ еще не развивался. А мы сосредоточим свои усилия на сохранении всего того потенциала, который мы имеем, и, конечно же, развитие своей собственной самобытной культуры. В составе абхазской делегации на фестивале «Таврида Арт» в Крыму вице-премьер, исполняющий обязанности главы Госкомитета по делам молодежи и спорту Тараш Хагба. По словам вице-премьера, в последнее время между Абхазией и Россией складываются очень тесные добрососедские отношения. Огромное количество молодых, энергичных, интересных, идейных людей собираются, чтобы, дополняя друг друга, реализовывали очень хорошие, важные проекты. И, конечно же, вдвойне приятно, что и наша абхазская молодежь в этом принимает прямое участие. В последнее время между Российской Федерацией и Республикой Абхазия складываются очень братские, тесные, добрососедские отношения. И очень приятно, что наша молодежь имеет возможность принимать участие на всевозможных образовательных, молодежных площадках. Это обмен опытом, обмен знаниями и, конечно же, есть возможность рассказать и о своей культуре в том числе. Поэтому, конечно же, мы видим и смотрим на это продуктивно, интересно и насыщенно. Третья завершающая часть 23-го музыкального фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает» в Абхазии сегодня проходит у подножия Бедийского собора, одного из важнейших памятников православной архитектуры страны. А накануне на своей странице в Facebook Хибла Гирзмава написала: «В прошлом году в рамках фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает» состоялось важное для нас и для всей Абхазии событие. Впервые в истории у подножия старейшего храма в Бедии звучала музыка. 4 августа в этом уникальном невероятной красоты и духовной силы месте снова появится сцена, и под небом Бедии мы сотворим новую музыкальную историю». Такой программы и такого состава на фестивале еще не было. Вместе со мной в концерте примут участие потрясающий органист Лука Гадели, изумительный джазовый трубач Евгений Кондратьев и уникальное абхазское трио «Янай». Мои дорогие, я прошу вас взять с собой дождевики и зонты. Погода в горах бывает непредсказуема, но это делает их еще прекраснее. Очень жду встречи. Начинаем в 20:00. С любовью, ваша Хибла Гирзмава. Конец цитаты. 43 миллиона 588 тысяч рублей собрано в 2024 году на лечение подопечных культурно-благотворительного фонда «Ашана». Кроме того, в прошлом году фонд собрал рекордную сумму на лечение одного ребенка, более 25 миллионов рублей. Всего за 13 лет работы культурно-благотворительного фонда «Ашана» помог в лечении 472 детей. С отчетного собрания репортаж Рады Чачава. Благодаря по-настоящему значимой и важной деятельности фонда «Ашана» многие детишки Абхазии получили самое ценное, что возможно представить – здоровую и полноценную жизнь. В течение всего 2024 года фондом было проделано немало благотворительных дел. Акции добра, полезные проекты и многое другое. Подопечным были проведены сложнейшие операции. Многие из них прошли курсы реабилитации и диагностики как в Абхазии, так и за ее пределами.
Но, конечно, самым большим достижением фонда остаются спасенные детские жизни. Была назначена независимая экспертиза по итогам деятельности 2024 года культурно-благотворительного фонда «Ашана». Слава Богу, эта экспертиза объявила положительный результат. Все средства, собранные, привлеченные в культурно-благотворительный фонд, были потрачены по назначению согласно устава фонда. И в дальнейшем вся работа нашей команды заключается в том, что мы готовы отчитываться за каждую копеечку, которая поступает на счет фонда от имени наших партнеров, от имени наших спонсоров. 13 лет мы уже дарим, вы дарите нашим детям будущее, вы дарите детям возможность излечиться, вы дарите детям возможность завести собственную семью, воспитать детей и принести массу огромных полезных дел для блага нашей Родины. За предыдущий итоговый год была собрана рекордная сумма благотворительных средств – 43 миллиона 588 тысяч рублей. Из них 30 миллионов 289 тысяч рублей поступило от физических лиц, более 9 миллионов рублей от юридических лиц, 1 миллион 149 тысяч рублей от ящиков для сбора пожертвований, порядка 500 тысяч рублей от абонентов сотовых компаний Аквафон и Амубайл. Также в прошлом году наша команда организовала рекордное количество медицинских акций. По приглашению нашего фонда и при поддержке Министерства здравоохранения Республики Абхазия к нам приехали одни из ведущих специалистов России и Армении. Детские ортопеды, неврологи, педиатры, логопеды. Более 500 детей получили бесплатные консультации и лечение. За 2024 год была собрана не только рекордная сумма общих пожертвований для помощи всем юным подопечным фонда, но и впечатляющая сумма пожертвований для сотворения настоящего чуда – спасения жизни маленькой Фридоны Авицба. Более 25 миллионов рублей были собраны менее чем за 10 дней. И сегодня, благополучно вернувшись в Абхазию, Фридона вместе с мамой посетили отчетное собрание. Важно подчеркнуть, что в прошлом году мы собрали рекордную сумму на лечение одного ребенка. Собрав более 25 миллионов рублей менее чем за 10 дней, мы закрыли сбор средств на лечение 11-летней Фридоны Авицба. Фонд Ашана – это наш с вами совместный проект, это наше детище, это история добра, людского доверия и поддержки длиною в 13 лет. Я бы хотела сказать сердечное спасибо всей нашей семьи, фонду Ашана и всему многонациональному народу нашей республики за такую поддержку. Вы сами знаете эту огромную сумму, которую вы собрали за 2 недели. Спасибо всем за веру в чудо. И это чудо случилось, и вот оно сегодня сидит здесь. Спасибо большое всем людям, кто помогал в сборе. Всяческую поддержку фонду, по словам Мактины Джинджоли, оказывают и жители республики, и представители бизнес-сообщества, и государственные и политические деятели, и, конечно, медиаресурсы и СМИ. Благодарственные грамоты за непрестанную поддержку были вручены многим – мобильным операторам Абхазии, бизнесменам, государственным учреждениям, министерствам и преданным спонсорам и нашему телеканалу.
Особенное внимание, конечно, было уделено медицинскому сообществу, представителям больниц, реабилитационных центров, поликлиник, сотрудникам Министерства здравоохранения. Ведь без самоотверженной работы врачей чудо спасения не стало бы реальностью. Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья Даниэлян Марине Легранов. Я прошу выйти на сцену представителя Министерства здравоохранения Республики Абхазия Падала Ривазовича Каце. Прошу выйти к нам руководителя благотворительного фонда «Мы вместе» Аджба Милану Астамуровну. Фонд Ашана вот уж 13 лет дарит надежду нуждающимся в ней, помогает и поддерживает, спасает жизни самых невинных, самых юных из нас. На отчетном собрании о лишь малой части из них был показан фильм, при просмотре которого, пожалуй, у каждого из гостей навернулись на глазах слезы. Это Миша, мальчик с диагнозом булезный эпидермолиз, известным как эффект бабочки. Жизнь Миши – постоянная борьба, но он не сдается. Фонд поддерживает его уже почти 10 лет, обеспечивая необходимыми перевязочными материалами. Улыбка Миши напоминает нам о силе духа и важности смелости в трудные моменты. Миша, бывает, да, что без тем, что ничего не хочется делать, что тебя нет настроения? Ну, какие-то у тебя переживания бывают? Да. Обычно задумываюсь. Как работать дальше, что делать? Что тебе интересно? Проект я играю в основном, но иногда еще история. Вот здесь история. С 900 по нулевые года. Там, где не сдаешься, а сдаешься. Где просто привык к этому. Очень не мешает. Просто надо каждый день жить, находить интересы. Главное не сдаваться. А что для тебя самое важное в жизни? Жизнь. А после мамы детей подопечных фонда обратились к собравшимся с искренними, трогательными словами. Хочу выразить огромную благодарность фонду за поддержку. В этом году мы провели сыну операцию. Мы безмерно благодарны, счастливы, что смогли попасть и осуществить эту процедуру. Также мы проводили с фондом Ашана совместный проект родительского клуба. Ездили по городам, по районам, собирали, объединяли мам особенных детей. Это огромная поддержка и внимание со стороны фонда. Мы ценим, уважаем, любим. Спасибо вам за все. За минувший год фонд Ашана провел 22 благотворительные акции. От ставшей уже широко известной акции «Добрый картофель» до совместных акций фонда и государственных ведомств. Например, совместный проект Ашана и МВД Республики «Красивые номера» проводится вот уж более 10 лет и пользуется огромной популярностью у жителей Абхазии. Только за прошлый год на счет фонда благодаря акции поступило более 5 миллионов рублей. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить организаторов такого нужного и очень важного фонда, который, как мы все видим, здесь оказывает очень большую поддержку нуждающимся детям. Мы все должны быть в этом участниками. И это очень важно, что каждый из нас, тех, кто сегодня откликнулся, помогает нашим детишкам стать здоровее. Неоценимую помощь по-настоящему благой миссии оказывают все, от мала до велика, от простых жителей до официальных ведомств. Так, со словами благодарности руководители фонда обратились к администрации президента Абхазии, к Министерству просвещения, к Министерству иностранных дел. Я традиционно не первый год участник этих ежегодных отчетных собраний. И для меня почетно, что я в этой аудитории сегодня. Народ Абхазии, наши люди
наши сограждане, мы благодарны той подвижнической деятельности, которую вы уже много лет проводите. Это прекрасный пример того, что в нашем обществе есть место состраданию, есть место единству, есть место общим ценностям. Хочу вам сказать огромное спасибо, низкий поклон вам и всем тем, кто помогает вам. Ашана – чудо в переводе с абхазского языка. Из года в год фонд продолжает оправдывать свое название, оказывать помощь и поддержку тяжело больным детям Абхазии, взращивать в обществе среди всех и каждого трепетное и важное чувство сострадания, помогать людям объединяться ради действительно больших целей. И именно благодаря этому неравнодушию многие юные жители нашей страны были спасены. Рада Чачава, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Прямые авиарейсы из Санкт-Петербурга в Сухум запустят с 14 августа. Ранее долететь до Сухума из северной столицы можно было только с пересадками. Первые прямые рейсы на Airbus A330 авиакомпании iFly запланированы на 14 и 20 августа. Стоимость перелета составит около 20 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно. Международный аэропорт Сухум имени Владислава Арденба официально открылся после реконструкции 1 мая 2025 года. Первый регулярный рейс после 32-летнего перерыва был из Москвы. С 5 по 7 августа на площади имени Сергея Багапши пройдет Большой Сухумский гастрофестиваль «Абхазское застолье под открытым небом». 6 августа в 20:00 стартует фестиваль национальной кухни Абхазии, который объединит все районы Абхазии и город Сухум. В рамках фестиваля состоятся концерты и мастер-классы. Различные мероприятия будут проходить и в парке у памятника неизвестному солдату. 7 августа в 20:00 в парке у памятника неизвестному солдату начнется вечерний концерт артистов из Абхазии и России. Российская общественная организация «Народный фронт» передала Министерству здравоохранения Абхазии медицинское оборудование, портативный стоматологический рентгеновский аппарат, электрокардиограф и 8 ноутбуков были переданы Минздраву в рамках второго этапа диспансеризации детского населения страны. Ноутбуки будут распределены по районным поликлиникам. Рентгенаппарат передадут детской поликлинике Сухума, стационарный электрокардиограф республиканской детской больницы. Министр здравоохранения Эдуард Будба поблагодарил руководство Народного фронта и отметил, что новое оборудование улучшит качество оказания медицинской помощи детскому населению страны. В рамках ежегодного проекта летнего детского лагеря, организованного Государственным комитетом по репатриации, в Абхазию прибыла группа детей из Турции. Цель проекта – укрепление связи абхазского народа со своей диаспорой за рубежом. Мы взяли два направления, это от Федерации Кавказских культурных центров и от Федерации Абхазских культурных центров по 40 человек. Суммарное количество детей 80. Программа будет очень насыщенная. Это посещение исторических мест, достопримечательной нашей родины. Также будем рассказывать о истории Республики Абхазия. Репортаж наших корреспондентов из летнего детского лагеря Госкомитета по репатриации смотрите в вечернем эфире Абаза ТВ. Еще раз отметим, что в этом году лагерь Государственного комитета по репатриации работает для соотечественников из Турецкой Республики и Северного Кавказа от Федерации Абхазских культурных центров, Федерации Кавказских культурных центров Турции и представителей Республик Северного Кавказа. 1 августа в Адыгее отметили День репатрианта. Эта дата установлена в честь возвращения в Адыгею 1 августа 1998 года группы косовских адыгов, что символизирует общую историю, единство черкесского народа и многовековых традиций взаимопомощи. В рамках празднования Дня репатрианта в Национальной библиотеке Республики Адыгея состоялась творческая встреча «Загляни в мою судьбу»
с солисткой государственного ансамбля народной песни и танца Адыгеи Исламей Дер Абирой. Артистка до переезда на историческую родину дважды побывала в республике на фестивале адыгской культуры как активистка дамасского Адык-Хасе. Увиденное заставило ее вместе с семьей вернуться в свою Адыгею. Смотрите материал наших коллег с «Вести Адыгеи». День репатрианта – это памятная дата как для тех, кто вернулся на историческую родину, так и для коренных жителей республики, принявших соотечественников в свою многонациональную семью. Абира Дер была в Адыгее еще ребенком, участвовала в фестивале адыгской культуры в составе дамасского Адыга-Хаса. Тогда она впервые на родине предков исполнила старинную адыгскую народную композицию. Я начала петь, когда я была маленькая, в Адыга-Хаса. Еще я работала здесь на сирийской делегации, на первый адыгейский песни фестиваль. Получили тоже первое место. Потом через 3 года еще приехали тоже делегации из Сирии. Вот так я так учила. Получившую гран-при фестиваля девушку заметили и пригласили приехать просто в гости. Уже тогда у нее появилась мысль вместе с семьей переехать в Адыгею, что она вскоре и сделала. Мы приехали в 2012 году. Мы решили это давно. Потихоньку все собирались и приехали. Это наша родина, с детства мы это мечтали, потом мы все вместе, я с мужем, с родителем, все семья приехали. Конечно, первые дни и месяцы на исторической родине не были простыми, нужно было выучить язык, обустроиться, обрести профессию. Но все сложилось как нельзя лучше. Буквально с первых дней ей поступило предложение стать солисткой государственного ансамбля народной песни и танца Адыгеи «Исламей». Здесь она подтянула родной язык и нотную грамоту, выучила русский язык. Сегодня Абира с удовольствием делится эпизодами своей удивительной жизни и со всеми, кому важно знать о любви к родной земле и зове крови. И мероприятие под названием «Загляни в мою судьбу» как раз тому подтверждение. Я не хочу их называть репатриантами. Почему? Потому что они, когда переехали к нам, они уже стали наши. Это наши люди, которые проживают на территории нашей Адыгеи. Поэтому, да, это отмечается праздник как День репатриантов, но в то же время это самые родные люди для нас. За годы жизни в Адыгее Абира обрела не только дом и друзей, но и поняла самое главное, что находится у себя на родине. Как и многие репатрианты, которые так же, как и она, решилась в свое время вернуться. Марина Хапачева, Рузана Ахиджак, Виктор Бердасов, Вести Адыгея. Продолжаем выпуск. Информации правоохранителей. В Галском районе Абхазии произошла трагедия. В море утонула ученица 10 класса Елена Чулария. Девочка не справилась с течением и была затянута в водоворот. Попытку вытащить из воды девочку предпринял зять семьи, тут же бросившийся в воду. Однако ему не удалось спасти подростка. От пережитого шока, получив сердечный приступ, мужчина скончался на месте. По словам заместителя главы администрации Галского района Джамбула Куртава, на месте происшествия отсутствовали какие-либо предупреждающие знаки или информационные щиты, указывающие на возможную опасность купания. Уполномоченные по правам ребенка и сотрудники аппарата выражают искренние соболезнования родным и близким десятиклассницы, трагически погибшей в результате несчастного случая в Галском районе. Омбудсмен вновь обращает внимание глав всех районных администраций на необходимость выделения бюджетных средств для установки предупреждающих знаков и ограждений в наиболее опасных природных зонах, особенно в местах, где реки впадают в море или имеют сложное течение. Это жизненно важная мера по предупреждению подобных трагедий в будущем. Сотрудники таможенного поста ПСОУ на железнодорожной станции Цандрыпш 3 августа задержали пассажира электропоезда «Диаскурия» гражданина Абхазии Багдасаряна, направлявшегося в Гагру. При досмотре его багажа в дорожной сумке были обнаружены 2 аппарата для добычи криптовалют, а также 7 комплектующих деталей к ним. Запрещенное к ввозу в Абхазию оборудование для майнинга было изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Сотрудники МВД изъяли 13 аппаратов для добычи криптовалют на железнодорожной станции Сухум. Оборудование принадлежало жителю столицы Константину Евдокимову, сообщили в ведомстве. Оно передано в госстандарты и помещено на ведомственный склад. Театральный вести юбилейный 95-й сезон в Абхазском государственном театре откроется спектаклем «Голый король». Актеры уже приступили к репетициям. Над материалом работает заслуженный деятель искусств Южной и Северной Осетии, Чеченской Республики Тамерлан Дзуцев. Театр имени Фазили Искандера приглашает. 5 августа в 19:00 в Государственном русском театре драмы имени Искандера состоится показ одного из самых ярких и необычных спектаклей в его репертуаре «Игрок» по роману Достоевского. В постановке драматическое действие соединяется с живым исполнением реквиема Моцарта государственной хоровой капеллы Абхазии дирижер Барас Кучба, что создает редкий по силе эмоциональный эффект. В пьесе «Игрок» азарт становится для главного героя больше, чем смыслом игры, смыслом жизни, единственной экзистенциальной сутью бытия. О спорте Наталья Симония стала абсолютным победителем чемпионата России по конкуру. Для спортсменки это уже 5-й титул чемпионки России. Спортсменка, выступавшая на лошади по кличке Кваренги, уверенно прошла 2-й гид без штрафных очков и в пределах нормы времени. По итогам 3 соревновательных дней их общий результат составил 10 штрафных очков. Трибуны буквально вели Наталью и Кваренги по маршруту. Зрители активно поддерживали любимую пару. Подведены итоги чемпионата и первенства Абхазии по настольному теннису. В чемпионате Абхазии победителями стали Ринат Карчава и Эрика Кварчи. 2-е места заняли Леон Габли и Жанна Даганоглы. 3-ми стали Лаша Давита и Камадлиба. В турнире приняли участие 22 спортсмена из Сухума, Гагарского, Чимчирского и Ткварчалского районов, среди которых 7 мастеров спорта Абхазии. В первенстве среди юношей и девушек 2008-2010 годов рождения победу одержали Нестор Кварчи и Николь Челукян. На 2-м месте Дами Хажба и Хана Малия. 3-е место заняли Владислав Филимонов и Амра Амичба. Нестор Цужба стал абсолютным победителем международного теннисного турнира Moselle Cup Ю-12 в Люксембурге. Престижный международный турнир, входящий в официальный тур Европейской теннисной ассоциации, проходил с 28 июля по 2 августа. Внимания, воды не будет. Сообщаем, что в связи с проведением ремонтных работ во вторник, 5 августа, с часа ночи до 20:00 будет прекращена подача воды в районах города Сухум, Новый район, улица Эжба, Трапш, улица Семерджиева. А в завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 5 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможны кратковременные локальные осадки, туман, днем преимущественно без осадков. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью плюс 22-27, днем 28-33. Температура морской воды плюс 29, волнение морской воды умеренное значительно, относительная влажность воздуха 70-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.